Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Перед вами прекрасный вид города Сан-Франциско. К сожалению, я не там, но это мой последний визит в этот город. Солнечный такой, теплый, приятный город. Как будто бы ты, когда бывает много городов, вот этот как бы родной, как будто бы ты там родился, вот так приятное воспоминания из этого города. 4 раза я посетил. Сейчас, после того, как уже я последний тоже роль сыграл с Анистом с гостиницы, я вам был фрагмент показал. Хочется обратно возвращаться в это прекрасное время, когда я вообще не знал про вас, товарищи, соседи. Я просто наслаждался жизнью, веселясь, радуясь. Я приезжал в Сан-Франциско не просто так, я писал книгу, и вот мне, я не знаю, когда я издам эту книжку, хотя она уже готова, но это не сборник рассказов, там идет очень много рассказов, штук 10 их. И, скорее всего, книга будет огромная, потому что очень много вот этих рассказов, и я не знаю, я-то и не писатель, и почему нет, никогда не сдавал книги, поэтому немножко это останавливает. И для себя, просто я хотел бы для себя издать ее, хоть 100 экземпляров, или хоть тысяч, зачем мне себе, вот для себя я хочу издать книжку. Есть такая мечта, у каждого человека, наверное, не есть, у меня вот такая приземленная. Я не хочу быть богатым человеком, потому что богатство это очень сравнительная вещь. От этого ты не станешь счастливым или здоровым, или не приобретешь друзей, если ты с самого начала непорядочный человек, и у тебя не заложены эти человеческие качества, тебя никто тянуть не будет. Да, за большие деньги, да, все будут твои друзья, но до поры до времени, пока ты при власти, при деньгах, а потом и забудет, как тебя звали. Вот такая бывает печальная история людей, которые даже владея возможностями, не умеют пользоваться ими. Ну а сегодня речь не об этом. У нас злободневная тема истории, которой не существовало. С одной стороны, это очень смелый шаг, смелое высказывание, но оно имеет под собой основы. Просто я это не преследую целей, чтобы вас разоблачать, поэтому я не говорю конкретики. И мне не надо это говорить. Есть другие люди, историки, профессиональные люди, которые в этом стезе работают. У них вот задача четко, правильно все это вам рассказать, предоставить документы. А я просто пишущий человек, и вот решил высказывать свой, это мой личный блог, высказывать свое личное мнение. Может, оно кому-то нравится, кому-то не нравится. Может, это очень длинные ролики. Кто-то хочет короткое, там, на 5 минут заскочить и вот это какой-то гадость написать, и потом следующий у него, к следующему побежать, там тоже отметиться. И вот вся жизнь вот так бегаешь по этим чужим сайтам, по этим чужим жизням, а потом окажется у разбитого корита своей жизни и нету, и нечем вот это, не знаю, нечем даже, нет, оно отсутствует, поэтому вот, скорее всего, бедные это несчастные люди, которые говорящие, но они говорят, что мы ингуши, но я очень мало верю в это, потому что порядочный человек, мы жили вместе с ингушами, мы знаем, какие они. Не все, конечно, в каждом народе есть плохие и хорошие, но вот
Мы даже в Москве, кто вот за пределом Чечни-Ингушетии жили, вот они знали, какая искренняя дружба, братство, брат за брата. И вот такое это было, времена же это мы проходили, это не было показным, искренне молодые парни помогали, если в Москве где-то имурский парень увидит чеченскую женщину, он подойдет и спросит, как, нужна ли помощь. Но это было, просто вот у нас это заложено, войнахские обычаи, войнахские традиции. Теперь это, конечно, чеченский или ингушский, разницы никакой, это нахское, наше нахское. Это должно быть гордостью, что ты принадлежишь вот этой роду человечества и достойно, достойно. Одни сыны достойно, другие, да, были миролюбивы, не хотели воевать, им незачем было воевать, так как нечего было защищать. Это просто это вот так. Я решил сегодня немножко простыми алгоритмами вам показать, что такое история, которой нет. Мы очень давно сидим тут, я-то только 1,5 года, а есть люди, которые по 10, по 15 лет сидят в этом интернете и знают от нитки до нитки все вот это подноготное. У меня нет этой задачи вам все это раскрывать, в кого-то там задеть, кого-то оскорбить. Просто я рассказываю, что я слышу, что мои глаза, что видели, мои глаза, что прочли. И хорошо, что у меня есть этот блог, где я могу иногда поделиться. Не всегда я заметил, что не всегда у меня получается. Но это и так, я же не профессиональный, вот этот журналист какой-то. И вот даже последний мой ролик, я не хотел его ставить, но знаете, это же труд, это же не просто так сидеть 1,5 часа, что-то говорить. Это я говорю, не всегда получается. Какой-то, иногда бывает, ты задумываешь одно, и тебе приходится говорить другое. И вот не всегда у меня получается. Из-за этого много десятки часов моих роликов, многие я не поставил, потому что мне они не понравились. Вот этот последний тоже не так сильно понравился, но все равно. А почему я должен быть таким идеальным, если другие совсем рядом они стояли? Почему я должен быть честным? Но это мое счастье, это мое богатство, что я порядочный человек, я всю свою жизнь горжусь этим. И вот, да, я, может быть, и делал и плохие вещи, но вот эти базовые ценности человека, я никогда они решал. Я сегодня думаю, снять, не снять, потом пошел на чеченское телевидение, и там есть какая-то программа, Исакова, такая женщина, она мне напоминает мне мою мать, такая добрая, самый добрый репортер на чеченском телевидении. Она такая тихая, такой приятный, женский, женственный голос у нее. И вот она тихо там, не как эти другие репортерши, которые как будто бы накурились. Вот они приходят, и вот так, и голоса у них, они женские. И вот по сравнению с этим, вот это, она уже, сколько ей лет, я не знаю, там 55, там 60, может быть. Но вот такая известная журналистка, она ведет программы очень, только о чеченских делах, никуда, вот это только чисто местное, вот местное, как вам сказать, вот рассказы реальных событий, которые вот герои там не лезут в историю, не лезут в географию, не лезут к соседям, просто говорит вот шатой, рассказывает про этот шатой. И вот она пригласила, так как 30, вот это, главу Аргунского вот, заповедника, директор Аргунского заповедника, всеми нами известный Яхяев Эзер. И они, честно, сидят так душевно, так приятно разговаривать. И вот думаю, сейчас, хотя только сегодня этот ролик вышел, еще они успели
15 комментариев там. И вот что вы думаете, что там я увидел? Какая-то ингушеговорящая тварь прискакала и написала: говорящий, как это, зверь, что ли? Что-то такое неприятное. Я думаю, ой-ой-ой, так можно? Это мужчина твоего отца возраста, и мать, тем более, это у нас святой, у чеченцев, у ингушей. И как мы вот даже вот эта женщина, это я говорю, кристально чистый человек, не просто это очень редко. На ингушском телевидении я такое не видел. Там есть одна, но она, это тоже, вот политически, из-за того, что она иногда политические, исторические темы затрагивает, вот она, а это же про народное вот богатство, какое-то, как бы раньше это, если было бы про сельскую жизнь, была бы эта программа, если на советском телевидении, но так как у нас советского телевидения нету, чеченский, у нас просто все вот это, только о себе рассказывать, никого они задевают, ни о ком не говорят, только свое. Вот он говорит, что я дороги, вот это, скорее всего, не понравилось этим ингушам. И вот 15 роликов комментарий там, и один уже прискакал, говорящий зверята, звери, говорящий зверь. Вот и как это? Меня удивило, вот там сразу кто-то ответил, меня удивило вот этот комментарий, культурно. Как это культурно? Человек ответил, он не сказал, не стал не стал на этого человека нападать, ничего, он сказал, это самые приличные люди, это, вы смотрите, это самая гордость наша. И вот такой человеческий комментарий, человек, вместо того, чтобы были бы ингуши, стаи бы, как летели бы, и вот начал бы человека гнобить. Вот у нас так, у нас порядочные люди. Поэтому я из передачи в передачу не устаю повторять вам, товарищи, у вас культуры нету, у вас истории нету, у вас ничего нет, потому что если она была бы, вы так себе не вели бы. Нам, да, мы и знаем эти имена, очень громкие у вас имена Гойгова, Зязькова, потом Базортины, потом идет вот этот Дальхиговы, потом идет вот этот Кадзоевы, потом идут вот это, теперь же понятно, Бузуртан, это смесь вот это свиньи с носорогом, вот такая смесь, и не поймешь, кто как, Богатырев, Сайнаров, это прошлое, сейчас у них другой мейнстрим. Да, имен очень много, громко кричащий себя богатырь. Значит, его дед был богатырем, русское имя. Сейнор, русское имя. Посеет и ара. Вот тут очень кричащие, очень такие кричащие имена. Зауровы, Чабиевы. Очень чисто ингушские, чисто ингушские фамилии. Кадзоевы, чисто ингушские фамилии. Я не хочу никого укороть. Они выбирали, где родиться, какую фамилию брать. Но извините, но потом толкают для других эту нравственность. Мы говорим, у нас великая культура, на грудь бьем в грудь, мы великие люди, а вот мы просто, да, кричат очень громко, очень их много, этих голосов, слышно со всех сторон. Но вот когда ты сядешь вот так, как я сегодня сижу, никаких целей не преследую, просто разобраться. Иногда мне очень хочется разобраться, вот любую вещь я беру, от начала до конца смотрю. Вот разобраться, вот хорошо, вот такие. Интересно, что говорит Эржи, понятно. Ермолов сказал, что вы самый лучший. Вот понятно, это ваш генерал вам сказал, что вы ингуши хорошие, ребята. Вот чеченцы коварные дикари. Вот это мы понимаем. И вот когда разбираешь эти фамилии, эти биографии, там ни о чем. Даже и по этим скудным материалам ты должен 50 на 50 верить этому, потому что
когда человек лжет, это становится национальным, вот это, на национальном уровне, с телевидения, президент, все, потому что боятся чего-то. И я-то монстр, интересно, в вашем Азране, там, где-то там спрятан монстр, чего-то боятся. Вот мне напоминает вот эти фильмы ужастики этих американцев, вот так люди все боятся, потому что где-то там находится монстр. И, по-моему, монстров нету, драконов в наше время нет. Вот чего бояться? Если ты мужчина, ты брюки одел, папаху носишь, это же резонный вопрос. Ты же мужчина, а кого ты боишься? Хорошо. Молчать, молчаливо согласие. Знаете, очень много в нашей истории человечества происходило вещи с молчаливого согласия. Очень много войн вот так были развязаны, и это ничего хорошего нас не приведет. Я не историк и не собираюсь вам тут раскладывать ваши эти сказки. Как вы достали, конечно. Вот я что-то, вот это, у вас нет, у вас только горные, у вас тейпы, но у нас вообще все родовые башни. И вот потом, вы знаете, я же человек, писатель, я вот хорошо, родовые, вот это одно слово, родовые башни, и вот это пока что у вас тейпов нет. У нас, у вас чеченцы тейповые башни, поэтому вы никто. А у нас родовые, поэтому мы великие. Вот это как? По-чеченски я сейчас скажу. Нехеш, гареш, потом тейпш, тухумш. Вот так оно идет, разделение. Это получается, если не тейпы, это значит у вас Гарри, или я не знаю, роды это, вот не помню, вот я говорю, поэтому у вас нету тэпа, у вас роды, у вас всегда были роды. Вот это Галгай, который вы сейчас имя носите, ингуши, именно ингуши, которые это, вот у них роды. Вот, у вас 4 шахара, вы сейчас в современном с помощью России между казахскими станицами сделали, от чеченцев оттянули вот эту часть земель, и вас сделали ингушами. И вот не забывайте, вы все, они ингуши, понятие ингуши, это родственные чеченскому, вот это, вы оттуда с нашего вышли. И это ваша родина, это чеченцы, и вот ангушты, вот это какая-то Галгай, вот это Галгай, у них же роды, скажите, такого у вас? Хотите, чтобы меня, вот это же ваши ингуши, вы что, в Грозном не жили? Сколько вы нам это, уроков, вот эту историю давали, что вы чеченцы колхозники, потому что у вас Тухума, непонятно кто, а у нас только роды. У нас роды. Вот у нас ни одно чеченская фамилия не представляет тейп. Хорошо, вот так у вас, вы говорите, а почему у вас фамилия Аздоев тейп? Вот как это получается? Это значит, если собрать всю вашу ингушей со всего мира, у вас 400 тысяч нет. Там 100 тысяч чеченцев проживает. И даже вот это пока. И сколько у вас населенных пунктов? Вот скажите мне, я ошибаюсь? 31 был официально ваших, а все остальное вы чеченское себе приписали. И давай сейчас 46. На данный момент, в 2026 году, 46 населенных пунктов. 5 городов и 41 населенных пунктов. Не считая 8 чеченских сел, поселков, городов, которые вы себе с помощью русских в 92 году, 10 ноября, войсками русскими вошли и захватили. Ваши трупы еще лежат на Израиле, типа осетино-ингушского конфликта. А вы с этим, которые вас убивали, этих русским, пришли сразу в Чечню, захватывать чеченские. И вот у вас странно это, там провокации сделали, ваши провокации, никто вас не убивал. Да, бывали, в Грозном бывало такое, что русская женщина оттолкнула ребенка чеченского, он упал, и он трамвай, свидетеля, вот он что-то окно открыл рядом, она его оттолкнула, он упал и умер. И что вот это бывало, это везде бывает.
где другие национальности между собой соприкасаются. В России сколько случаев этих убийств чеченцев. Вот это, да, это что-то там произошло, у вас паника поднялась, вы все собрались, вы начали, что-то было. Вот это тоже грозно. Девушку толкнула, ребенка, он упал в трамвай и умер. Его дед отца не был, старик с ним был. Она задушила эту женщину, эти же трамвай. Пока милиция подошла, говорят, схватил и душил. Ну, вот это так, знаете. И вашим басням мы не верим. Вот хорошо, как вы хорошо сориентировались. В течение нескольких дней, когда ваш этот Бейбулат Богатырев, Грозенец, который всю свою жизнь там жил в Карелии, представляешь, 60-х годов, Министерство сельского, агроном ваш, большой агроном, с 1960 года по 89 год он агрономом был. И вот вдруг вспомнил, что он ингуш, что он великий политик, и давай захват, хоть хочет, конечно, имеет амбиции. Там министром Чечен-Ингушетии он не стал, потому да, он типа его прочили министра сельского хозяйства Чечен-Ингушетии. И вот так. И вот он сразу сориентовался, давай захватываем, сейчас мы уйдем от Чечни, вот их мы оставим, мы захватим власть. Хотели власть захватить, потому что хотели. И вот это очень быстро вы все сориентировали. Этот 92 год конфликт, с этим русским мы пришли и захватили все чеченские, это населенный пункт, все. Хотели Свердловск захватить, все вы хотели захватить. Хорошо, что чеченцы вам дали отбор, и вас надо было сразу же. Просто Джохар Дудай не хотел войны с Россией, а официально чеченская война началась в 1994 году, а вы его хотели привести к нам, чеченцам, в 1992 году, 10 ноября, когда вы типа кровью обливались вот это, войсками вы пришли, ингуши. Потом не говорите, мне этот человек, а вы не воевали, только 1500 чеченцев были, а все остальные были ингуши. Человек мне пишет, хочет меня задеть. Да, ингуши, один выстрел в вашем Назране, у вас все пропало, вы поднимите руки, у вас все. Я боюсь, что вот оккупации чеченцы не должны быть ни при чем. Пусть процветает этот великий Азрань. Один выстрел на этом Назране, все. Это же 92 год это показал. 80 тысяч у вас было в городе Грозном. 100 тысяч у вас было в самом этом Осетии. Там почти 100 тысяч было в этой ингушской территории. Почему вы не смогли защитить себя? Да, 900 могил в площади Азрани вырыли. Зачем? Прежде чем рыть эти могилы, лучше бы защитили свою честь, свое достоинство. Чем вот это, потом, чем захватывать чеченские земли, это же ваши братья, ваш Руслан Ауша прибежал в Джохар Дудаев, если это были бы ваши по закону, по конституции, по документам, он же не прибежал бы в город Грозный Джохар Дудаева договор, специально отвлечь внимание. Это же русский генерал советский, он не понимал специфику вашу. Он не понимал, что вы можете быть коварными, хитрыми, наглыми и лицемерными. И вот это, Зязько, пришел, прискакал, а он что-то ушел в 92 году. И что? Он всех собрал, он всех вот это. Нурдик Адзоев в 60-80 каком-то, всю свою жизнь был учителем сельским. Исаак Адзоев сельский учитель. Ибрагим Дальхигов учитель тоже в Чечено-Ингушском госуниверситете. Все учителя, всю свою жизнь, карьеру только учителей. Вот это преподавали студентам, кто в Грозном, кто вот в ингушских селах, вот эти школьники. Вот, сразу, вот я знаю, как это было. Вот этот Зязиков стал главой, вот это генерал КГБ в 2002 году. Скорее всего, вот эти грозненские ингуши прискакали к нему. Мы
Идрис Зязик, поэтому сейчас по телевидению постоянно Идрис Зязик, Идрис Зязик. Первый ингуш, который мы знаем по истории Ингушетии, это кто? Идрис Зязиков. Но я, конечно, знаю царского генерала Базоркина, тоже, вот я знаю, что были еще, Гойго был еще, кроме Зязикова, и вот до них был вот этот генерал Базоркин, вот этот дед ваш Идриса Базоркин, любимый писатель, царский, они русские, они советские. Отец тоже офицер, белогвардеец, убежал в Персию, сына свою, жену оставил. Дедушка француз, вот видите, француз, французские корни, не просто корни, это дворянские корни. И вот мать тоже швейцарка, Гретта звали, тоже ингушская, чисто ингушская фамилия, чисто ингушские имена. Вот так, понимаешь, сам родился в Варшаве, ну вот в советское время переправил свою историю, написал, что родился вот в Ингушетии. Не Ингушетия, а Осетия теперешняя. Базоркин, родовое, к фамилии Базоркин тоже. Тоже интересно. Вот так ваша история, вот так вы пишете. Вот так у вас все везде, знаете, и потом скачет, я-то читаю этот комментарий, хотя это хлам, этот трэш, но приходит читать, там интересно, они сами себе выдают иногда. Вот хотят показать, да думают, что я дурачок, и вот они скажут, что я не могу догнать. Мне хватает одно слово, биографию прочесть, одна строка. Нурди Кадзов, я понял, что он вообще никто. Только одна строка. Вот, вот одну строку я, вот, Ибрагим Дархигов, где-то он там писал, и вот он подумал, что вот если он напишет вот это, тоже его истории, тоже его из биографии, человек не поймет там, и внимательные люди, а я очень внимательный. Я читаю каждое слово. Если я читаю книжку, прочитываю от корки до корки. Если я смотрю фильм, я должен понять. Если я не понял, второй раз смотрю. Вот у меня моя дотошность меня помогает. Жалко, что я не хочу писать про вас книгу. Честное слово. Такой бестселлер я вам бы выдал. Такой бестселлер. Товарищи, вы бы попадали бы. Вот поняли бы, в какую вы лужу сели. Но, к сожалению, это не моя стихия. Я не писатель в таком плане. Я могу маленькие рассказы писать, могу какие-то вот даже сценарий кино написать, но у меня нет вот этого, вот как вам сказать, писательского дара, сидеть там. Ну, я знаю примерно, как это пишется, там надо... Вот окно, утро пришло, там выглянуло солнце, ну так, потом вышел на улицу, там, рассказать, какой-то у тебя подул свежий воздух, ветер. Вот, это не мое, конечно, я примерно знаю, как можно писать, даже можно писать. А вот такой бестселлер, да, можно писать, как Абдурахман Авторханов, тоже написал, хотя я не был писателем, вот тут, потому что, когда ты владеешь информацией, ты можешь, конечно, сотворить чудо. Вот это про Зязиков, как он сориентировался, вот стал главой. И вот это, как это, за заслуги перед Ингушетией. 2004-2005 год он массово всем этим ингушам, которые в Грознице, 60-х годов они сидели в Грозном, никто их труды не замечал, никто их не награждал. Только вот этот Верховный Совет Чечено-Ингушской Оссетии, какие-то грамоты, вот такие, как бы сказать, такие грамоты, вот это утешение у них было, вот эти грамоты от Верховного Совета Чечено-Ингушской Оссетии за то, что за какие-то заслуги. Даже этот великий ваш Базоркин 3 грамоты получил, это мне помогло понять, какой он. Вот там одна из грамот, вот у меня был пробел его истории, в годы Великой войны, что он делал. А потом там по этой грамоте мы поняли, что чем занимался великий ингуш, 30-летний мужик, здоровый,
и не певец, и не танцор, и не музыкальный там коллектив, ничего у него нет. Бегал политработникам, там агитировал этих солдат. Потом анализировал, что нельзя раскрыть архивы КГБ, чтобы потом понять, и они уже закрыты. Раньше, в 91 годах, они открыли их, а сейчас закрыты. Вот мы много чего... НКВД, не КГБ, это очень культурно, КГБ. НКВД, он там. Эти НКВДшники сослали его народ, чеченцев, в депортации. Они там чинили эти зверства, они вот это, на их штыках кровь чеченского народа. Вот он один из них был. НКВД, не забывайте, КГБ это государственное учреждение, ФСБ, это ничего страшного там нет. Кто-то же должен защищать безопасность страны, безопасность республики. Кто-то должен был работать в милиции. Но это ничего страшного. Вот НКВД это был карательный орган, карательный, годы войны, это карательный орган. Он так накарался, что миллионы русских солдат, они за спиной загон отряды у них были, выселяли, депортировали десятки народов, и вот миллионы людей, они 4-5 миллионов политически только расстреляли. Вот это НКВД, товарищи НКВДшники. И вот такой истории. У меня весь стол обложен вот этими биографиями, там, что вам рассказывать. Вы и так знаете все. Нам не стоит даже об этом затрагивать. Просто я так думаю, что я иссяк, смысла дальше нет. Вот они специально это пишут, что потом кто-то про них говорил. Там одна была женщина, такая мерзкая. Но когда я об этом, вот этот историки, писатели, который скрывает свое лицо, он думал, что я не смогу его найти, а я же зашел в телевидение Ингушетии, я там частый гость, и там там программа он выступал, а только в одном программе его лицо можно увидеть. А так он ведет в Ютубе, как я, программу, вот это, себя не показывает, но очень тексты пишет, он же писатель, он пишет тексты, вообще книжки издавал. И вот он пишет тексты, только читает эти тексты, чтобы какие нужны оративы и радостные, веселые ингуши приходят туда, и неужели мы такие? Вот как они приходят Узуртану фальсификатору, вот, неужели у нас это, неужели потом бегут, орут на всех площадях, что мы вот такие, мы вот такие, а другие, они такие, как мы. Вот такой Магомед Албогатиев, да, Магомед Албогатиев, и вот писатель, историк. И вот тоже интересно, то же самое. Он сейчас числится историком и писателем. Потом скоро будет и поэтессой он станет. Потом будет еще учителем, успеет там учить, поучиться. Потом великим металлургом. Потом великим агрономом. Вот так у них. Великие агрономы, металлурги, учителя. Вот это. Да. И вот этот Магомед Албогатиев, вы знаете, какие он программы ведет на своем чеченцы, ингуши, именно когда выгодно ингушам, вот это, тех, которые чеченцы, хотя специально, он только один там сидит, специально им голову дурит, вот как нам дурили 70 лет, мы чеченцы, ингуши, это братья. Точно так же он сейчас сидит, многие, все ингушские оративы, Чабиева, Заурова, Бузуртанова, вот всех вот Кадзоев, вот этот Абадиев, Султигов, все эти нарративы он рассказывает в своей манере, но говорит. А не говорит, что это неправда, это ложь, вы наговариваете на этих чеченцев. Нет, мы это не говорим. Мы это же рассказали, что добавить.
за дружбу в войнах. Вот. Хотят пожать, это как получается? Ты оскорбляешь человека, ты его не уважаешь, но этот человек от того, что ты ингуш, должен тебе протянуть руку дружбы, братства, и его не спрашивают, он хочет эту дружбу, хочет этого братства, потому что он же видит, как этот человек ведет себя непорядочно. В таком русле мне стало интересно, потом он снял какую-то херню, ролик, что Ачхаймартан, это вот потом Танзила Заурова по этим интернет-площадкам, по этим площадям бегает и кричит комсомол красавица, что Ачхаймартан наш. Он говорит, вот фальшивый ролик снял и говорит, снял, а потом меня сразу высветлил. И что он говорит обратно? Вот как вам, чеченцы, когда вы же говорите, что мы ваш тукум, что мы сходили. Потом, говорит, чеченцы убивали, чеченская милиция убивала Астхойцева, вот такое, то, что там такое трещ, 16 минут, по-моему, 15 минут, 16 минут. Вот он все туда написал рукой, писать, он, сказку кто-то или кто-то его дал ему, пожалуйста, прочти это. И вот он читает. И потом, когда ему, это что такое? Так можно? Хуже Бузуртан, хуже всех вместе взятых, ангелочек. Вы видели? Пес он одел, телевидение, какой ангел. Ты что, какие он беседы ведет. И вот так это. Потом я дальше сейчас биографию этого Албагачиева. Надо, хорошо, что я вспомню, надо напечатать на всякий случай. Наверное, если есть, напечатать. Если есть Танзиловича Заурова, Танзиловича Биева, наверное, есть эта биография этого Магомеда Албагачиева. И там тоже будет интересно. Но я по телевидению это знаю, что он поехал в Ростов учиться, там не академия, это громко сказано будет, это государственная служба, я не знаю, как это называют, вот там, вот так, государственная служба он хотел. А потом оказалось, что он историк, да? Он оканчивал одну профессию. Вы знаете, что это государственная служба? Это работа с документами, это вести переговоры, это конференции, это совсем другое, это не история, это не география, это совсем другое. Это, как вам сказать, бюрократом он должен быть, вот владеть вот этими, все связывать. Если кто-то, что-то там проблем, это может быть государственный служащий в администрации, там совсем другая структура. Может быть, ЖКХ, он возглавит ЖКХ, это будет совсем другое. Это будет нужды людей. Если он возглавит какой-то, я не знаю, правительство, что-то, Министерство сельского хозяйства, это будет другое. Ну, он будет руководящим там министром сельского хозяйства, это будет он агрономом. Это вот так. Ну, вот этот мальчик, Магомед Албагачиев, кем стал? Историком. Вот это вам, как это? И еще удивительно, когда он был подростком, он писал все эти вещи, откуда он их брал, писал все вот это, вот сейчас зачитывать это все. Вот он так и книжку издал. А почему спрашиваться, если ты грозным не хочешь исторически, как многие ингуши поступили для галочки, потому что там же сидел Ибрагим Дальхигов, и он им давал дипломы. Кто заочно, как это Нурдикадзе, никто не видел, что он учился там. И вот это. И вот выбрал вот такую специальность, и вот так. А сейчас он, конечно, за Великие Ингушетии, а может, да, там, если хорошо карты слягут, в будущем можно и стать главой Ингушетии, потому что диплом государственной службы. Академия, я не знаю, как это называется, институт, университет, скорее Академия государственной службы, по-моему, вот так она называется. Вот так, историк он, историк. А потом оказывается в конечном итоге историк. И вот такая вот эта, когда я снимаю это ролики, вот кто-то там открывает свой рот поганый,
Вот так эти истории, знаете, эти истории пишут, как вам сказать, наркоманы, проститутки, коммунисты, комсомолки, красавицы, пастухи, кухарки, учителя, агрономы, металлурги. Вот это все. Вот разброс очень большой, выбор очень большой. Я многие слова наркоман, проститутка обидят. Это такое выражение, которое я использую всегда, потому что это, я всегда говорю, что я не могу вот говорить, что это политическое. Политический, существует такой термин политической проституции. Здоровый, да, и наркоман тоже. Я же по поведению, я же в Википедии, это человек кристально, там все описывает, в Ютубе описано кристально чистен, а по делам это последнее. И вот по делам мы смотрим, есть информация, есть и все, и мы так и говорим открыто. Мне можно, потому что, знаете, что вы пишете мне, хорошо, я еще культурно разговариваю с вами. Вы же не видите, сколько грязи на мне льется. И вот это, я вот даже вот этот, два этих приличных человека пришли на телевидение чеченской и говорят, и вот даже вот этот прискакал ингушеговорящая тварь, и вот пишет такой. И как это называется? Если я даже говорил бы ничего, только просто я идеально там красиво говорил бы, я был бы за братство ингушей и чеченцев, но я же человек искренний. Я бы, если это неправда, я бы этого не говорил бы. А правда всегда, это очень приятная вещь. Она не всегда угоду тебе. Не всегда, что ты хочешь, понимаешь? Оно выглядит иногда не очень, как бы сказать, дружественно. Вот человек скажет, когда правду ты говоришь, а ты хочешь, что тебе нравится слушать. И поэтому я, скорее всего, мне точно так же вы писали бы, потому что я ни одно слово про вас не сказал бы, но я просто рассказывал бы, что это неправда, что это так, это не и так. Вот снова вы мне скакали бы там, обзывались бы, я не знаю как. Нам скрывать нечего. Ой, полицейский вертолет, почему он появился? Интересно было бы вам сейчас показать полицейский вертолет. Ну ничего. Наверное, король появился, что ли. Очень редко у нас в этом Нью-Йорке, вот таких крупных городах, очень часто ты видишь вертолеты, которые они летают почти каждые 20-30 минут, там вот, залетают, вылетают. Они даже обзор города, это разные телекомпании снимают с птичьего полета, все вот это. И вот у нас очень редко вертолет что кружил над городом. Такое дело. Он ушел. Хорошо, что ушел. Отнимает мое внимание. Вот такое дело. И я-то знаю. И вот так это все нечисто, все неправда. Вот вы своими комментариями показываете. Вот я говорю, что нет. Вот самое трэшевое комментарий. Удивился. Даже написать такое было бы стыдно. Вот ваш один вот этот парень молодой, у вас же мужиков не было там, воевать чеченцы. Вот 4-5 человек. Из них 15-летний парень. Как сейчас я забыл, вот тоже много видео. Они малыш, а другое имя у него. Вот тоже вот этот ингушский парень, тоже воевал в рядах большинства чеченцев в годы двух этих чеченских войн. И вот имеется, а мне приходит человек, пишет, вас только 1500, ваши чеченцы не воевали, это были ингуши.
говорит, вот видишь, вот потом удивляешься, вот это, людей, которые говорят, вы в Кавказскую войну не воевали, то же самое пишут, вы в Кавказской войне, они участвуют, это мы, мужчины, защищают честь и свободу Кавказа. Поклон царю, вот это, интересно, на колени стать, это за честь чести, вот это я хотел бы знать. И только цари с вами этот договор заключили. Из 50 народов вас выбрали, потому что вы близко родные чеченцы, и вас легко манипулировать, и вы хотите сами манипулироваться в продаже. Вы представляете, это же от корней идет, это вот у вас, это осталось, это ваше, осталось у вас эта продажность. И что говорю, я не говорю о всех ингушах, я говорю, это ингуши говорящие, это не настоящих ингушей, которые с Грозного прискакали вам, с Осетии прискакали, и Назрань за город не считает, и представляете, этот клан Аушев, вот все это оттуда, это Осетия, галгайцы. И вот один, вот из 4 был Шахар, и вот один Шахар все захватил, договорился с царями, войсками, с Ермоловым, и захватили все остальное вокруг себя. И сейчас Ингушетия, мы ее признаем в границах 1934 года, она должна быть, но в нашем современном мире, вот они сами, история у них была, вот если они отказались бы от города Владикавказа, у них была возможность хотя бы это пригородный район вернуть себе. И вот Исаак Адзоев орал там чеченские делегации, которые договорились с осетинами. И вот ингуши не согласился. И потом устроили кровавую баню в этой Северной Осетии. И потом прискакали с русскими войсками Чечню и захвата чеченской. Вот это, многоходовочка у них это была. Многоходовочка, провокацию устроили в Северной Осетии, но почему-то захватили, вместо того, чтобы вернуть себе свои земли, это же логично, сперва нужно вернуть свое, а потом претендовать на чужое. Нет, свое мы не вернули, все это там оставили, сотни тысяч людей, 100 тысяч человек, лесами, полями, там вот рассказывают ингуши, как они ночами там по горам пришли в Ингушетию, потом виноваты мы, чеченцы, вы нам не помогли. А где вы были? Это же ваши проблемы, и наши проблемы. Потом сейчас задним числом хотите эту проблему приписать нам. Вот это ваша фантазия насчет этих терских земель. Старопольский край, взамен Старопольский край выделил земли Чечни, Ингушетии, чтобы занял пригородный район Владикавказ. Хорошо спрашиваю, а почему вы не поселились там? Почему у вас нет ингушских сел там? Ни одного ингушского села нет вот этих 3 районов. Вы не захотели. Вы признавали только город Грозный и Орджоникидзе. Вы же высокомерные люди. Вы же не считаете простых людей за людьми. Назрань вам это не город, это село для вас. И вот масштаб у вас такой. И вот как всегда. И царское вот так же вели в этом Владикавказе. Сидели, и вот на ушко шептали, где можно, на колени вставали, и вот клянчили. И чеченцы то же самое. Все эти места заняли, это хлебные места заняли, и с русскими то же самое, что в Владикавказе, и что в Грозном. И вот дружба водим с этим русским, чтобы вот себя вот это сориентировали сразу. А потом бедные несчастные ингуши, которые жертвы присоединения Чечен и Ингушетии. Не слышно было ваше протесты в Грозном, что вы против сладкой жизни. Вот этих протестов не было.
эти же люди, эти же твари прискакали к вам, и сейчас вместо того, чтобы своим истокам идти, что-то какие-то вот это, как-то чеченцев попросить, чтобы они с осетинами поговорили, русская власть тоже попросить. Вместо этого у вас только одна цель. Чеченцы это лохи, мы 70 лет их держали за лохов. А потом сейчас мы снова сделаем. Сперва мы захватим эти два чеченских района, Малгобекский и Сунжинский. А потом мы еще будем претендовать на, скажем, что это 3 района, это нам дали взамен на пригородные. А историю, знаете, иногда даже в Ютубе увидите город Грозный, Грозненская область. Это земли Грозненской области. Чечено-Ингушская ССР никто не давал земли. Никто старый подскран не имеет права выделять земли, отдавать земли. Это Грозненская область. Преемник Чечено-Ингушской ССР. Вот это Грозненская область, да. А потом у вас такая манипуляция. Да, мы же совместно жили, и нам полагается кусок. Интересно. Очень интересное суждение. Хорошо, как вы пришли, так вы должны уйти. А от того, что вы потеряли северный пригородный район, это ваша проблема. Вы же ушли из Чечено-Ингушской республики. Не из Чеченской республики, а Чечено-Ингушской республики. Преемницы Чечено-Ингушской ССР. В 1988 году, когда вообще никто не знал, что распадет Советский Союз, что вот вы уже решили в вашем втором съезде, что вы уйдете, 89-й год, неважно, это потом сейчас будут писать, нет, это было, это не меня, это дата, это я знаю, когда это было, когда был третий съезд в 91 году, вот, тогда, в то время, вы решили, что вы не будете жить чеченцем, и вы уйдете. Вы ушли. Спасибо скажите вот это Бексолту Сейнарою, это Иси Кадзоеву, это Идрису Базоркину, Ибрагиму это Дальхигову, вот эти 7 Бекбулата Богатыреву, которые с русскими договорились, что они не претендуют на этот Северный Осетии, и вот они на землях Чечено-Ингушской ССР, они согласны восстановить свою республику. Вот. Кто их держал за руку? Каких нам претензий? Вы нам не предъявляете эти претензии. Это вы сами решили. Это ваш выбор ваших избранных делегатов. Вот в 1988 году вы уже хотели нам нагадить. 70 лет у нас прожили за наш счет. Кто нам восстановит ваше предательство? Кто ваши лицемерие? Ваша вот эта наглость, вот все вот этот 70 лет, вот это кто нам восстановит? Вы лишили нас нашей столицы, города, из-за того, что вы, твари ингуши, прискакали туда все массово, все эти квартиры, все эти заводы, все эти предприятия, все эти супермаркеты, склады, типографию, институт, все вы заняли. А где чеченцы? Нет, чеченцев вы не оставили. И это, когда это поняли русские, это поняли, и они массово вас завезли. Первый был в 57 году, в 60-х годах, первый поток. Потом второй поток с 81-80 года, масса ваших ингушей возвращались снова в Грозный. Вот эти деятели Великой Ингушетии, вот вас на такой правильный путь. Мы вам ничего не должны. Это вы должны нам за то, что вы вот сколько вот этих нам неудобств делать для чеченцев. Я, молодой парень, хотел жить в Грозном. Хорошо, что у меня квартиру купили. Я хотел там учиться. Я хотел там работать в предприятии. Я пошел устраиваться на Красный Молот. Там
А у меня телефон отключил. Постоянно присылает вот эти сообщения, телефон отключается. К сожалению, он отключился. Ну ничего, я докончил, решил докончить. Хотел просто прерваться. Потом думаю, мой телевизор даже не выдержал вас, товарищ. Вот это несправедливо, это несправедливость, она очень меня, вот, честно, угнетает. Вот вот, как это низкие люди, вот это, из любой ситуации выходят чистыми. Э, Это же, это значит, это же шулер, это же вруны, врушки. И вот это, все их по ихнему, все должно быть по ихнему. Вот детский сад, вот ребенок в детском саде, я хочу это, я хочу то, я хочу то. И вот сейчас у них вот вообще, им понравилось это, им очень нравится это. Есть, которые там аплодируют эти лжи. И вот это аппетит у нас растет каждым годом. Вот каждым годом. 2 года назад не было разговора о Аргунеше, то и Тумкали, все. До этого был Гудермес. Где-то там, вот это, да, это на какой-то книжке, где-то что-то там, непонятно. Очень много фальшивок. Они сами это, сейчас в наше время, тем более, сейчас еще будет сложно доказано, хотя и не нужно доказывать. Просто идти нужно классикам, вот они все это расписали. Искусственный интеллект будет. Ой, я сам себе там идет другой ролик, тоже непонятно. Ну, такие дела. Да, не повезло мне сегодня то же самое. Постоянно какие-то сбои аппаратуры, эти техники. Не мое это дело, конечно, это блогерство, но возмущает сильно вот эта тупость этих людей, их никчемность, их никчемные требования. Да, мы, оказывается, мы должны ингуша всю свою жизнь, вот, с 1934 года. Мы должны. Нет, это вот вы пришли, вот это ваши дела, вот заберите. Какие претензии к нам? Значит, вы не, я же рассказывал, в 88 году уже вы решили, что вы уйдете с Чечено-Ингушской ССР. СССР. Это еще был СССР, ваши провокаторы уже решили, что хотели разрушить. Вот вы это виноваты в том, что это Джахар Дудаев появился там, потому что вот ваши съезды, ваши вот эти, и вот вы сами вот в 91 году провели референдум за нашими спинами. И все, что могли развалить Чечено-Ингушскую республику, вы это развалили ее. Она же после 91 года, в 90 году был, по-моему, референдум, и ее, она получала союзный статус, как Украина, Белоруссия. И поэтому Чечено-Ингушская ССР, автономная Советская Социалистическая Республика, переименовали Чечено-Ингушскую республику. Как республику Беларусь, вот такой. И, к сожалению, вы неправильно, по правильной дорожке пошли, и трагедию вы испытали на своем. Это никому не пожелаю, чтобы кто-то страдал. Тем более мы, чеченцы, знаем, что такое страдание, что такое война, конфликт. И мы не желаем никому плохого. Точно так же нам хотелось бы, чтобы нас адрес не было это злопыхатели, не было вот этой зависти, не было вот этого придуманных требований. Что вы хотите от нас, тоже непонятно, если честно. Сейчас люди на меня смотрят, кошмар. Что они хотят увидеть? Тоже. Вот такие дела.
Вот такой у нас сейчас сегодняшний разговор. Короче, заглавие истории, но, скорее всего, это не история, так история, об истории они говорят. И тем более, если я буду вам что-то говорить, и вы, конечно, не поймете, конечно, о чем это речь. Сейчас меня, я же открыл окно, заметили меня, и сейчас на меня смотрят. Ужас, кошмар. Не хватало, чтобы женские взгляды на меня бросались. Да, вы скоро из меня сделаете звезду, товарищ Ингуш. Ваши эти проблемы из меня сделают звезду. Да это же они окошки стоят. Я просто сейчас я не могу закрыть окно. Они смотрят все напротив зданий. Ну пусть смотрят. Вот такой, да. Еще я озвездюсь. Вас не буду признавать, вот это будет драма, вот это будет трагедия. Честно, мы вас признаем, вы говорим, что вы есть. Мы не утверждаем, что вас нет, как вы утверждаете, что чеченцев нет. Вы сколько вот это, даже в вашем это вакханале, вот это разбросов, мы не говорим, что вы есть, что вас нет, мы говорим, что вы есть. И извините, даже в таком вот таких вот этих ваших высказываний, после этих высказываний, мы даже стараемся как-то складывать углы. Почему вы не понимаете, что можно говорить, что нельзя говорить? И вот я человек очень разносторонний, знаете, каждый ваш комментарий я читаю, каждый ваш пакость. И сколько у меня еще за сотни роликов и есть истории, фрагменты, но я это не говорю, потому что я начну затрагивать некоторые чувства, это тонкие чувства ваши, товарищи, и мне очень сложно будет о чем-то с вами, да, очень сложно доказывать, не стоит ничего доказывать, у вас прискакивают эти тупые вот эти имстосамки, там, как их называют, эти тиктокеры, и вот вы начинаете меня учить, мне вот, показывать все это, и какие-то сказки, там, тексты присылаете, а мне неинтересно, я не верю ни одному вашему слову, и не собираюсь этому верить, потому что так не бывает, так не бывает. Она, правда, конечно, должна звучать, она должна, каждый человек имеет право на свое личное мнение, но она должна немножко в общественном пространстве, если ты говоришь о другом народе, ты должен как-то соблюдать какие-то рамки, какие-то вот эти. Я, знаете, я очень много чего увидел у вас, чего знаю, не знаю я, не знаю, ой, как это стало. Это просто внимание вот этих людей меня сейчас, я же камер, там наушники одет. Они думают, что я веду по телевидению программу какую-то. Да, получается, это такое домашнее телевидение про мужчин. Вот такие дела, товарищи мои. Я уже час вещаю, просто захочу сейчас немножко чай поставить, чайничек. Ну, такое, знаете, к сожалению, хотелось бы лучше. А не обижайтесь, пожалуйста, если я кого-то там ранил, чего-то, вот это. Там нет ничего такого. Я знаю, что я говорю. Я это не придумаю, не беру пустой полки где-то там. И мне никто не подносит эти сценарии, как многим ингушам, которые это ведут, это блогерство. Я не читаю под текстом, я эмоциональный, да, я немножко эмоциональный человек. Наверное, это плохо в наше время. Нужно быть холодным, там, рассудительным человеком. Но я не был бы Джейсоном, если я не был бы таким. Такой я человек. Может быть, ущерб себе, своему здоровью, даже своим планам, мечте. Вот я сижу, вот, я не знаю, что я хочу. 1,5 года я кричу просто, ору, сос, сос.
никто не хочет понять меня, никто не хочет. Я просто не все, что я не все могу говорить. Это вообще, для вас это будет очень сложно, потому что у меня очень развит ум. Это не скромно, это просто не потому что я сейчас хвастаюсь перед вами, просто у меня тысячи историй. Если я просто начну постоянно, да если я вел бы личный блог, личный разговор, не про вас, а просто лично, вы бы ошарашили, сколько всего со мной происходило, какие только ситуации я не попадал. Я жил и в Чечне, я жил и в России, я жил в Украине, я жил в очень многих местах, и в Петербурге. И у меня есть что рассказывать вам, есть что пересказать. Со мной немало событий связано со мной. И так получилось, что и вот я стараюсь, меня очень обижает эти вещи, которые именно ингуши про нас гадят, пишут. И я сам столкнулся с этим хейтом, этим высокомерием, этим, я не знаю, у вас нет козырей, как это Трамп. Мы сейчас стал любимой фразой, это козырей у вас нет, вам нечем крыть, товарищ. Вам нечем крыть. Сейчас давайте я одну минутку отвлекусь. Вот такие у нас дела, наши заботы земные. Такие. Иногда очень бывает, жизнь такая штука, она очень... Не всегда можем догнать ее, понять, о чем он хочет нам сказать. Почему у нас вот такие, казалось бы, просто живи, радуйся этой жизни. Если ты здоровый человек, если ты не болеешь, там сколько страданий люди на себя испытывают, под мирным небом живешь, там никто не стреляет тебя, никто тебя не оскорбляет. Казалось бы, учись, если ты молодой парень, учись, там работай, я не знаю, заботься о семье. Это же простые алгоритмы, которые очень присущи нам. И нам зачем вот это взаимное обвинение? Зачем? Какую выгоду? Только один выгоду получать, это по заказу. Это не просто так делать. Почему я вот сейчас сижу днем и ночью, днем и днем, за днем говорю вам это. Заказ, это не просто, это все за деньги. Поэтому это наркоманы, поэтому они и проститутки. Они преследуют неблагородницу, они не хотят найти истину, они не ищут эту истину. Им не нужно ничего, им не нужны эти ингуши. Они просто пользуются этими ингушами, чтобы себе набить карман. Вот тогда, в 1770 году их продали, в 1810 году их продали и продают сейчас. Не важно, русские националисты, это русские, это чеченофобы какой-то, богатые люди, не важно, кто это, кого-то задурили. Я не думаю, что вот это Гуцерит, приличный человек у нас в Грозном, хотя они и странные люди, но у нас в Грозном они прожили вместе с чеченцами, там, русскими, там, дружбу, там, конечно, там чеченцы тоже жили, там же есть много чеченских поселков, Алды, Буан-Юрт, и вот этот Сёлжгал, и Сунжа, Старый Сунжа, да, Старый Сунжа. Есть вот это многих Ташкала, много вокруг города, много чеченских поселков. Я не говорю, что вот Ингуши в город, это просто чеченских поселков вокруг Грозного. Грозно же на чеченских вот этих поселениях построен. И, конечно, они и там учились, там кто-то работал, но не в таком количестве, как эти товарищи мужчины, которые почему-то променяли Азран на Грозно. Представляете, если вы вот это, весь этот свой пыл, труд, вы все вот это туда, на благо своего этого города, у вас он не считается, это, вы стыдитесь этого города. Вот поэтому ваша история, почему я это Азран, просто я очень много дальше пойду, у меня нет времени на вас вот так говорить без конца. Потому что вся ваша история, она построена на том, что вы, по-моему, в 2012 году, 2011 году на этом историческом съезде вы решили, что ваш Назран самый
старый город о земле. Вот это как это? Люди приходят, это Исаак Адзою, вот это Заурова, Чабиев, они решили, что вашему Назрану там 1000 лет. Хорошо. И вот так вас наседали. Они историки тех времен это пишут. Поэтому только Назранский степь, Назранская крепость. И вот поэтому ваши истории же не Ангушт, про Ангушт никто не писал. Это теперь вы говорите, что вы якобы оттуда, это ваше родовое гнездо. Ну хорошо, ну а все остальные, вот про это Назранский степи писал. Поэтому удивительно, странно, что ваш Назран вы не признаете, даже столицу вы построили новую. Вот логично, 100-тысячный город, огромный, это же огромный город. Как нельзя было из него снести пару кварталов, чем эти парки, потом бы построили бы, снесли бы эти кварталы, построили бы этот красивый город. Вот такой, как вот этот. Много всегда, когда я о Назаране говорю, я всегда вот эту картину поставлю. Многим кажется, это город Назаран. К сожалению, не ваш город Назаран, конечно. А сейчас я побегу за своим чаем. Сейчас я с вами говорю, я боюсь, что позвонит кто-то на WhatsApp, и оно отключится. Ну ничего, надеюсь, никто не позвонит. Если позвонит, то тогда будет, уже можно и округляться, конечно. Вот это история без конца. Если была бы какая-то история, мы прошлись бы по этим параграфам. А, Б, С, Д, вот А, Б, вот нет, вот этого нет. Вот первый Ингушетия это Зязька по вашему телевидению получается. Вот я посторонний наблюдатель, я сижу, и вот я просто больше имен я не слышу. Больше нет, только Зязьку. Вот. Это 1924 год. Вот оттуда вы хотя бы начали свою историю. Конечно. Мне очень нравится, когда вы... Вот, я родилась в Ингушетии. Какой Ингушетии? Чечено-Ингушетская Осетия. Вот это тоже, это неправильно. Вот по этим мелочам можно, конечно, видеть. Вот, да, кто родился с 1992 года, вот да, они родились в Республике Ингушетия. А до этого нет. До этого Чечено-Ингушская республика. Осетия упразднили, потом это правопреемников чеченцев Ингушетии, это Чечено-Ингушская республика, которая просуществовала 90-го года, она была Завгая, вот это был главой вот, Чечено-Ингушской республики. Кто не знает, я просто вам небольшой ракурс. Вы до создания Чечено-Ингушской республики, в Чечено-Ингушской ССР, вы решили по-своему, и вот результат вашего плодотворного труда, вот этот. Те тоже, ваши великие воины, обиделись на вас и на нас, чеченцев, что они посты не получили, уехали обратно. Вот Сенарою Бексолт уехал в Тюмень на Нюнтиной. В 92 году они уехали. Представляете? Еще они вот эта странная история. Просто я всегда повторяюсь, я творческий человек, пишу это громко будет сказано. Я же не пишу каждый, у меня же другая работа. Но творческая личность, и для меня, я всегда размышляю не как все. У меня какой-то другой бывает ракурс. И вот мне вчера тоже, меня пригласил парень, муж себе в гости, он собрался домой к своей больной матери, и мы там посидели, вот он говорит, вот они очень выступали, этот Бексолт Сенароев очень выступал за две мушеты, типа они создали эти мушеты. А я сижу у него, у меня простой вопрос возник. А как это, еще не все знают Ингушетии, почему эти люди ушли оттуда? В 92 году обе, вот этот Бексолт
сын Рой уехал в Тюмень, нефтяной завод в Россию. А вот этот Бейбулат Богатырев тоже уехал из Ингушетии. Обидевшись, что ему они сдали возглавить Ингушетию. Вот борцы. Появились ниоткуда, потом исчезли никуда, называется. Вот это странности, если ты такой борец, ты такой вот это любишь, это, почему вот еще Ингушетия, они созданы, там работы, плоды, хорошо, ты не стал главой Ингушетии, ты же можешь стать, там, не знаю, председателем парламента, или, я не знаю, главой Назрани, там, что там, другие поста можно занять. Нет, вот обида, вот эти два, вот, типа, плодами нашего благотворного труда воспользуются другие ингуши, мы на них обидели, и вот как это, развернулись и уехали. Вот это непонятно. Извините, этот Бексот Богатырев, не Бейбулат Богатырев, в 60-х годах возглавлял министерство, он работал в Министерстве сельскохозяйства, 60-х годов он сидел в Грозном. Вот в вашем Назране он не просидел ни одного дня. И вот Орджоникидзе, он этот Народный фронт создал, и когда он, конечно, на власть нападал, вот ни одного дня в вашем Назране он не прожил. Вот это интересно. Еще интересно, Бексот Сайнароев, который... Вот это вот, почему-то Богатырев мало, это ингушей вспоминают, вот это Бексот Сайнароев очень сильно впечатляется всю свою жизнь. Это великий ингуш, металлург, который Павлодаром, металлург алюминиевого завода работал всю свою жизнь. В 81 году, по-моему, он приехал обратно в своей маленькой родине Ингушетии, но попал почему-то в Грозный. Перепутал, Азран перепутал с Грозным и попал туда. И вот это сразу побежал, и он был юристом, нужно заметить, высококлассным юристом. Почему-то побежал в нефтяной институт. Вот там руководить. Вот это тоже. Свои места были оплачены, свои прихвачены. Каждый ингуша по каждому, вот везде. Везде, на телевидении, издательств, везде эти ингуши. В этих школах это были эти ингуши, электора. Везде они. Вот. Решили разбавить нас, немиролюбивых чеченцев, с мирными ингушами. Короче. И разбавили. Мы жили неплохо, жили, как они, вот мне обидно, вот сколько я даже ни при чем, только один ночь в вашем Азране на этом дожде, эту остановке я провел, никто меня не пустил в ваш дом, и то только один день я прожил на Азране, на себе испытал ваши горячие кавказское гостеприимство. Я один день провел в вашем Назране, почти 100 уроков про вас, ингушей, потому что это почему-то зацепило меня. И вот это, я 100 роликов про ваши. Они не всегда, просто иногда правда, она тоже, иногда не всегда бывает удобная. Поэтому вам это не нравится. Я посвятил сотни роликов для вас. Вы там всю свою жизнь прожили. Кто 40 лет, кто 50 лет. До 1994, до последнего дня вы там находитесь. Ни одного ролика благодарности чеченцам, что вы вот так нет. Нет у вас. Нет. Ты только про свою, про мужчин. Ваши как угнетали там. Бедные несчастные. Бедные несчастные. Мои братья там учились. Конечно, кто знал, вот он, это брат один нефтяной техникум он кончил, он старше меня, не знаю, сколько-то лет. Вот он тоже, они ушли, наши, бабушка ушла рано. Вот они бы, интересно бы, сейчас я бы спросил бы грамотно, рассказать бы. Даже мои родители, наверное, могли бы что-то рассказать.
Вот представляете, мы, если бы мы жили бы сейчас вот так какой-то невесть, как вы сейчас к нам относитесь, это было бы странно. Никогда в нашей семье ни одного плохого слова про мужа. Ой, Раю Юлою, вот моя мать, понимаете, вот я не Лизина, вот как это, певица молодая была. Вот это два любимых певицы у нашей матери. Вот это Рая Юлою, Мэйр Кенти. Интересно, про каких Мэйр Кенти она пела эту песню тоже. Я не знаю. Такое дело. Знаете, можно устать от всего, конечно. Вот я честно устал от вас, товарищи мои. Вот сейчас я заметил, не хочется что-то. Таким трудом я сажусь за этот монитор, чтобы немножко рассказать о вас. Сколько вот даже каждый день какой-то трэш, где-то что-то я вижу. Это можно, конечно, раскрывать эти темы. Я не представляю таких целей, чтобы растягивать это вам, это удовольствие. Один, это, я знаю, что Мэрбек из ролика вдруг только одни слова, оскорбляющие меня. Вот он пишет. Просто я оставляю специально, вот смотри, вот самому стыдно не станет этим человеком. Вот даже не важно, оскорбляет. И вот это потом они хотят, чтобы мы уважительно, мы относимся уважительно. Вот какой привет, такой ответ. У нас очень просто. Мы не обязаны вам, вы никто нам. Мы у вас не живем, и у нас нет обязательств по суду, или я не знаю, у нас нет этих браков. Хорошо, что вы отдельно живете. Я честно, я благодарен Господу Богу, Аллаху, как Будде, как вы хотите, называйте это Бог. Благодарен, что Он нас разделил наконец-то, что у вас свой дом, у нас свой дом. Иначе получился бы балаган. Сейчас это проституция ваша, мы захлебнулись бы вот это коварством, это подлостями. У нас своих хватает, этих чудиков, не хватает, чтобы ваши. Хорошо, что вы отдельно. И мы за стеклом на вас будем смотреть, и мы, конечно, радоваться, если у вас будут успехи, мы будем радоваться за вас. Что не говорить соседи, когда-то близко нам народ, человек, ближе чеченцев, ингуша никого нет. Ингуша чеченцы. Вот хотите вы это, не хотите, вот это сирийский факт, вот это ваша история, вот это ваша ДНК. А то, что вы, сочинители московских этих кабинетах, спускают вот эти нарративы, вот эти сказочки из института, вот вы это многие говорят, что Третьей Чеченской войны не будет. Вы эту Третью войну ждете, а потом я сейчас, знаете, какой у меня мысль возник? А может это есть эта Третья Чеченская война, только информационная, гибридная. Вот так вообще, вот так на нас всех вот стирает вот то, что русские 300-400 лет не смогли, вот это кричать, это в площадях, это фальсифицировать, это не они сами-то не могут, безграмотно, это колхозы, нет типографии нормально. Вот у них есть покровители. Вот мне кажется, вот это Третья Чеченская вот война, вот гибридная, ингуши нам, скорее всего, развязала. Да, это громкое высказывание. Вот я знаю, что очень сложно будет сейчас вот русским вот так, как было раньше, вот прийти и начать. Это город Грозный, не тот город, который только один 16-этажное здание было, и одно вот здание, президентский дворец, 11 этажей, 14 этажей или 11, я не знаю, 4 или 11, по-моему, но оно казалось очень большим. Вот два огромных здания Грозного, все остальные пятиэтажки, девятиэтажки, триэтажки. А сейчас нет, а сейчас вы не сможете. Там каждое здание захватит, вот как видите, это здание нужно захватить, если ты хочешь, в этот участок. А сейчас
таких домов сотни. Небоскребов сколько хочешь. Это очень сложно. Даже информационно, даже новые технологии. Это очень сложно, как раньше было, войны. Да, государство против государства могут. А вот так, чтобы на своей территории, это очень сложно будет. Но там возможно, это я не говорю, что невозможно, но очень сложно. И тем более чеченцы уже, сколько сейчас, почти 2 миллионов. Это сейчас чеченская диаспора по всему миру. Это 95-2000 годы. Это же не те, когда все чеченцы находились в Чечне, не было ни телефона, ничего, ни интернета, ничего. И вот могли в своем телевидении днем и ночью угадать, как сейчас ингуши вот это придумывается. И вот все шито-крито. Нет, сейчас это не будет. Каждый выстрел, она будет идти в онлайн, это будет показывать. Это потом это, знаете, сейчас такой век, что не так легко это забудется, потому что это будет идти в онлайн. И вот я сказал ингушам, что вы зря ждете, такой невозможен, такой возможен, там 95% невозможно, и существует 5%, что это возможно, потому что есть люди, которые вот, завистливы и не хотят, чтобы вот это, да, чеченцы, везде чеченцы, чеченская музыка, чеченская вот это высказывание. И многим это, да, националисты, или в разных кабинетах на Лубянке. Непонятно, есть разные люди, но вот то, что вы, гибридная информационная война, не просто вот эта война, вы имущие развернули, это интересно. Интересно, вот эти ваша власть, ваши ФСБ, ваша прокуратура, ваша полиция, ваше внутреннее Министерство внутренних дел, вот это интересно. А на что, YouTube вы не смотрели, где Роскомнадзор, вот где он, вот это тоже спрашивает. Интересно, да? Интересно, это очень интересно. Любой высказывание в Новосибирске, где-то там человек в Ютубе где-то что-то скажет, сразу в тюрьму сажает. Суд, тюрьма. А вот у вас, Ингушетия, это какое-то окно Овертона открыто, вот что хотите, то и делать. Вот для чего вам нужна была эта республика? Не для процветания, не для восторжествования исторической памяти. Просто вот так закрыться в своем этом конуре и вот гадить другим. Вот для этого вам нужно. Вот вы припеваете своей республике. Потом, если кто-то там даже русский скажет вам, прикройте свои эти рты. Вы вмешиваетесь в наш внутренний, у нас специфика кавказская. Да, у вас никакой специфики. Просто вы на зарплатах этих контор. Ну, непонятно. Это может быть, это развязано, это специально против чеченцев. Кадыров же не любит. Украинские спецслужбы даже могут вас, за вами стоят, это спецслужбы украинские, вот вас направили против чеченцев, это массово, это во время украинско-российского конфликта, во время СВО вы так оборзели. Наоборот, в России человек даже в своей кухне боится сказать что-то, что если вдруг сосед услышит, он позвонит в ФСБ, его заберут. В России самом, где русские боятся, а у вас такой вот раздоль, и вот это, куда эти ваши органы, они все спят, вот так и проспали вашу Великую Ингушетию, вот так они спали, и в советское время вот так проспали, поэтому у вас, бедных, несчастных, ваши бездомных пригнали к нам в Чечню. Вот так это. Когда вот сразу вспоминают, что они братский чеченский народ. Вот нам это нужно? Нам это не надо. Мы лучше своими будем заниматься, своими проблемами. Вот эти русские сразу вспоминают, когда их нужно угнетать, когда их нужно депортировать, сразу вспоминают, что они братский чеченский народ.
Они ингуши это братский народ. А так по истории разделяли нас, чтобы стравливать друг друга. Вот у него очень, вот сейчас я понимаю, раньше я не, это казалось, это такая, не знаю, какая-то а не убедительным это все это высказано. А сейчас, да, это видно. Вот для чего вас растят, вот для чего вы им нужны. Вот когда вас нужно унизить, оскорбить, они сразу вспоминают, что вы братья чеченцам. Поэтому и депортацию вы попали. Вот сколько вам не стыдно, сколько вы в этот грязи на нас полили. Виноваты чеченцы, что вас ваш любимый Сталин депортировал. Неважно, он грузин, осетин, я не смотрю на национальность. Ваш Албогатиев сидел в Грозном, потом там Алматинская область, он был тоже вот этот комиссаром НКВД, где-то там Джамбульского, я не знаю, он потом даже в годе депортации он был комиссаром НКВД. Вот он был командой НКВД. Вот он в Грозном находился. Это был ингуш, не чеченец. Вот он Сталину отправлял эти справки про бандитов, про все это, желательных элементов, про предателей. Ваш ингуш Албогатиев. Это улица Албогатиева. Интересно, это поселок Мучирный сейчас находится или не находится? Вот интересно бы. У нас тоже находилась улица этого комиссара русских, вот эти. Ушаева была улица. Вот это, а потом улица, так, улица нам не казалась странной. Потом, когда мы знали историю, что этот человек расстреливал чеченцев, вот он тоже НКВДшник, чеченец, но это было едино. Вот он расстреливал людей, вот, видите, вот так. Вот, скорее всего, это Грозненский, вот этот, где это 13-й эспату или 11-й эспату находится, на этой улице Албогатиева. Вот этот комиссар, ваш ингуш был. Вот он, благодаря ему вас депортировали. Причем мы. Сталин, Берия и Албогатиев. Я надеюсь, он не родственник вот этого Агамеда Албогатиева. Тогда картинка станет на свое место, конечно. Это понятно. Тогда мне будет все понятно. Вот это Зязького тоже, это генерал ФСБ, думаю, надеюсь, они родственники Идриса, вот это Зязького, первого ингуша. Тогда тоже понимают, почему они массово во время его президентства, когда он был главой Ингушетии, массово подделывали эти истории, это строчили вот эти несуществующие вот эти сказочки, книжки, буклеты. Вот я понимаю, сколько он наград выдал за заслуги Ингушетии. У нас шла война, они, конечно... Вот такие мыслишки у меня сегодня в голове возникли. Да, оно не все гладко, конечно, извините. Может, действительно, какой-то рассказ вам потом как-то рассказать. Вот я не потом прискачут вот эти и начнут мне мозги долбить там. Лучше, конечно, не стоит вот эти. Але вот Ингуши, вы маленький народ, но история ваша очень большая. На весь мир хватит, скорее всего. На Кавказ точно. Вот сколько вы посочиняли, уже начали верить самим себе. Вот это тоже по Курхас начал говорить. Вот там нашли гора. Ты там был? Ты это открывал? Откуда? Вот я потом говорю, знаете, во фламандской сказке, мы Европу-то знаем, у фламандцев есть вот этот, как это называется, новогодний гном, даже у гнома вот эти, две вот этих с колокольчиками. И сделал вид, что я им сказал, вот этот ваш Курхас, он сделал вид, что не понял. Сказал, чуть-чуть похоже, и сразу замолчал. Вот оттуда,
секонд-хендов вот этих фламандских. В Брюсселе можно, в Антверпен, скорее всего, можно найти. Это фламандское национальное. Раньше можно по Ютубу не было, по телевидению. В Бельгии тоже эта программа же интересная, и в других странах, так как там же присутствует французский, нидерландский, немецкий регионы, и вот этот, другие страны что же иногда показывают вот эти их. И вот там это присутствует. Это Курхас Ингушки во фламандской сказке. Рождественская сказка, по-моему, это семья гномов, и вот это курхасы там. Когда я впервые услышал, и сразу этот человек говорит про Амазонок. Снова я его закрыл. Я говорю, тебе не стыдно так говорить? Амазонки, что это такое? Ты знаешь? Я говорю, я не успел раскрыть тему. Я говорю, 10 километров от нас, 1000 километров Папуа Новая Гвинея, 10 000 километров Амазонки Бразилии, 10 000 километров Африка от нас, в этой Амазонке. Какое отношение они имеют к нам? И я не смог раскрыть эту тему, потому что сразу он потом снова замолчал. Ну, вот так это. Вот знаете, человек до этого делал вид, что вообще ничего не понимает. Только про Кадирова мы говорим и критикуем Кадирова. А там же не надо больше усилий, больше ума. Интересно. Вот я бы сидел бы и говорил, Калиматов плохой, Калиматов секой, Калиматов такой, Калиматов послали. Он с русскими. А кто не с русскими? Где Ингушетия находится? На территории России. Все, что у Ингушетии есть, это российское. Вот все вот они Гутерио там с Москвы не вылазывает. Вот его приемные все эти артисты, которые хотят стать певцами, часами там сидят, что благословенствуют. Он же у нас еще поэт, песенник. Грозный создал немало романтических душ. И что вы сделали бы? Даже аргентинцы, это понятно, вот там ваша история. Но вот у нас вот орден нужно, это городу Грозному дать, что создал столько народных писателей, Ингушетии только было больше 10 штук. Не говоря о знаменитых вот этих Яндия, вот эти Сейчахтия, вот этот Базоркин, вот десятки поэтов, писателей. Культуру мы, Грузинская филармония, конечно, очень много сделала. Чеченцы внесли большой вклад в развитие культуры ингушей. Сколько они положительно получили, живя с нами. Как они расцвели, как они процветали. Как они поднятой головой ходили по этим улицам Грозного, мостовым бульварам. Достоинством мы вернули. Вот благодарность за это нас сейчас хуже, чем эти русские. Хуже, чем вот это, такой в нашей истории не было, что вот так пренебрежение к нам относились. И кто это? Не папуасы, не амазонки, а вот великие ингуши, соседи наши, братья. Не дай Бог иметь таких братьев, не дай Бог. Врагов не надо, не нужно желать с такими соседями. Успели ли я добежать до канадской границы? Интересно, там ингуши проживают. Надеюсь, когда-нибудь эта великая чеченская стена возникнет между нами, Кавказская стена между нами, чеченцами, ингушами. Надеюсь, она возникнет, потому что не надо нам этих провокаторов, не нужно больше. Мы будем живить у себя вот почему вы нас дергаете, почему вы к нам лезете, вот это не хотел. Скорее всего, не сам вам заказ додают, вот вы же на службах этих, как этот Базоркин, у вас же состоите на этих бесконечных службах, и в советское время, скорее всего, по линии партии, по линии КГБ тоже неплохо
отметились. И вот это прошлое, она же не может вас оставить. Она будет преследовать всю оставшую жизнь. Поэтому Бузуртанов русский вот так бегает. Это не просто так. Это не просто так. У него арт подготовки. Вот они чему-то готовят. Интересно знать, чему они готовят эти мужчины. Так обнаглели, так, да, ой, страшно, страшный сон. Страшный сон, не дай Бог. Не дай Бог. Нам ведь вот этих потрясений не хватает. Знаете, Бог тоже, вот так сказать, высокомерие, это очень плохая вещь. Ничем хорошим это не кончается. Вот какая-то империя была, вот они возомнили себя, там, по-моему, римская, не знаю, какая империя, вот тоже, сколько они падали, вот разрушили. Вот точно так, эти возомнили себя непонятно кем, и вот, надеюсь, итог будет печальный. Итог будет печальный. Это ваша история, вам уже это показывали, не один раз. Вам кажется, вы схватили черта за божий, и вот потом падали, не один раз падали. Мне кажется, пора научиться на ошибках своих. Пора немножко трезво включить трезвость. Бегать это интересно, я понимаю, там можно сидеть, чаепитничать и высокомерно, там небрежно отзываться о другом народе, о других людях. Жалко, что мы не в состоянии, конечно, спецслужбы, они уже, наверное, уже давно поставили у вас скрытые камеры, вот вас подслушивают, как в Советском Союзе слушали. И вот это еще, то, что вы говорите, это еще ничего. Вот то, что вы обсуждаете за этими закрытыми дверями, вот это интересно, конечно. Они с русской сами, наверное, с ума сходят от ваших разговоров. Вот, это, если это за бесплатно, это вообще дурдом. Если они вам дали такой пас, это понятно. Вы хорошо обрабатываете деньги, которые вам вкладывают они. Если это будет так бесплатно, на зло чеченцам, осетинам это делать, вот это странно. Вот это, да, русские в шоке. Охренели, просто охренели от вашего наглости, от вашего лжи, лицемерия. Они вообще в шоке. Вот, конечно, именно такие безнравственные личности им нужны, чтобы делать провокации, чтобы, знаете, делать свои дела грязные, вот другие делать за них. Я надеюсь, вы не за бесплатно это все делаете, иначе я потеряюсь, слов не будет дальше. Если вы сами, вот, представляете, на зло чеченцев вот так бегаете бесплатно на этих скамеечках, вот это будет катастрофа. Вот это будет катастрофа. Вот сейчас уже я иду, наверное, уже нужно завершить этот эфир. Я, наверное, очень долго веду, и это очень утомляет некоторых людей. Я тоже, знаете, я смотрю много людей, которые очень долгие, вот Мальцев, вот разные они, даже вот эти, смотрю эфиры длинные, мне нравится, когда часовой, двухчасовой, вот этот чеченский историк Башлама, то же самое. И мне нравится вот длинный эфир, у него даже 4-5 часов, но я обязательно смотрю от начала до конца, хотя 3 по 3 частям, вот так, сяк. И я знаю, что это очень сложно, просто 30-минутный, вот это невозможно раскрыть тему, невозможно вот это когда человеку нечего сказать, он за деньги, и за быстрые деньги, вот он, да, когда человек болит на сердце, душе, он, конечно, искренне это,
И если хорошо, что я сейчас один, у меня нет вот этих отцов, сестер, которые нужно вот так нравоучение, на правильный путь ставить. Это утомляет. Есть люди, которые искренние, люди, которые вот так. Не знаю. Вот такой, что мы сделаем. От нас ничего не зависит. Мы так жили, будем жить дальше. Нам они не помеха, а щавки. Они мне пишут, вы щавкиваешь. Вот лают, вот это. Просто, знаете, это на будущее, это пробел на будущее. Это не добром кончится, поэтому мы говорим, что лгать нельзя, это нехорошо. Вот они так заврались, так заврались, так заврались, что верят уже своим сказкам. И на полном серьезе тебе приходят, утверждают свои вот эти нарративы. Мир, скорее всего, вот теперешний, который очень быстрый такой. Все скачут, все куда-то спешат. И да, иногда вот, промежутками все это смотрят. И, конечно, у каждого есть свои вкусы. Если вам тут сложно, тяжело, товарищи мужчины, я вас не заставляю тут сидеть часами и слушать эту речь. Да, и не знаю, плавно буду переходить, конечно, на другую вот это. Все равно я буду присутствовать в эфире, потому что я не смогу дальше вот так сидеть. Вот у меня нет черты, которые есть у вас. Вот вы обиделись, и вы будете годами нам мстить, там, пакостить. Вот нет, я не прощаю таких целей, что о вас говорит годами. Просто вот на данный момент вот я решил, что немного поговорю с вами. И может, не знаю, может я где-то там ошибаюсь, и я в конце концов пойму, что я не прав. Может, вы где-то не правы, и вы очень заняты неблагородным делом. И, конечно, вы этого не поймете, вы это не признаете. Это ваша национальная черта, лгать. Может, мы потом выплывем. Но у нас, чеченцев, совсем другая. У нас другая культура, закаленная в суровых испытаниях. И мы вот будем сидеть и говорить. Вот пока я могу, я буду говорить. Скорее всего, не буду вот этих эмоциональных речей. Я всегда так говорю, но то получается. Вот как можно, вот человек сидит, эта женщина такая, она сколько телевидения смотрел, только вот она вот такая, это Макис Исакова, она ведет такую программу, такая, вижу, всегда смеется, вот это, не как это Хава ингушская, это тоже такой же возраста женщина, как будто бы она когда-то курила здесь, я не знаю, это же голос, кто курит, кто пьет, это же голос видно. И вот она голос хриплется, как мужской голос. Женщина, когда женщина курит, вот она хрипится, вот хрипцой, это голос, неприятно это чувство. И мне даже в голову не пришло пойти туда, это высказать, я не сказал. И оскорблять как можно. Свою мать вы оскорбляете, своего отца, там же тоже мужчина в возрасте вашего отца, или вашего дяди, или вашего брата, я не знаю, в каком вы возрасте там. И так нельзя. Это что, дурдом. Поэтому я говорю, клиника по вам плачет, дурдом по вам плачет. Пора, пора вам, не знаю, там один комплекс не хватит больничный, там надо десятка построить, чтобы вас всех больных туда поместить, немножко привести чувство. Уколы вам помогут, доктора вам помогут, конечно. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Наговорились мы сегодня очень много, я не знаю. Не тянет меня больше о вас говорить.
Что я сделаю? Что я могу, то и делаю. Может, и не гладкая речь, я не знаю. Не могу, я же не эксперт в этих делах. Я вам всегда говорю, я не историк, если что-то историческое затрагиваю, это будет примерно, это будет точно, но не, я справками не пользуюсь историческими. Но я читаю, я не читаю сами эти источники, я читаю вот то, что вы выкладываете, вот по вашим вот этим делам я иду. Вот так, такие дела, такие дела наши. Что можно вам пожелать? Я желаю всем добрым людям хорошего настроения, успехов во всех начинаниях. Нам только остается полагаться на себя и на благоразумие. Наш мир, конечно, куда-то катится очень быстрыми темпами. Надеюсь, проснутся люди от этого ужаса, это высокомерие, от этой приближительности. Вот ты никто, и ты вот так можешь высказать о любом человеке, там журналист, писатель, историк, неважно кто. Вот прискакал и гадость там построчил. И вот утверждается за счет нас, людей порядочных, благоразумных. Но это вам, конечно, утешите свое самолюбие на минуту. Никаких вам этих пунктов, никаких вам этих, вам ничего не прибавляется, только убавляется. Пока-пока, с вами был Одинокий Джесси.